Культура Китая необъятна и удивительна, но нашим студентам выпал шанс познакомиться с ней поближе. В нашем университете прошел первый русско-китайский фестиваль «Краски Китая». Каждый участник смог окунуться в атмосферу Китая и узнать о нем немного побольше, ведь трехдневная программа фестиваля была насыщенной и интересной. В рамках фестиваля прошел конкурс чтецов китайской поэзии, увлекательные квесты, конкурсы и игры для всех желающих. Также была организована благотворительная ярмарка, на которой студенты смогли приобрести себе сувениры или попробовать что-нибудь вкусное. Самое тяжелое для меня было окунуться в китайскую культуру, чтобы понять, чем живет этот народ и что у них интересного. У нас сегодня продается продукция handmade, такие как значки, открытки почтовые, много выпечки. Никого не оставил равнодушным и яркий гала-концерт во второй день фестиваля. Кроме танцоров и певцов, на концерте модели продемонстрировали китайские наряды, а после показа участники и гости фестиваля отправились запускать китайские фонарики желаний. Я узнала про это мероприятие в интернете, и потом я заходила участвовать. Мне очень понравилось это мероприятие. Конечно, трудно было понимать русский язык, но я стараюсь. И если будет что-нибудь еще, я не против участвовать. В том году в ФРГФ в ноябре проходился вечер русско-китайской культуры «Чаша». В этом году мы решили расширить эти понятия и провести целый фестиваль. Самое сложное в подготовке фестиваля было добиться отклика от людей, чтобы они прочувствовали всю эту атмосферу, что да, действительно, нам надо создать этот фестиваль, да, нам надо подружиться, да, и все вот это вместе, вся совокупность русской и китайской стороны вот дало такой результат. На третий день фестиваля участникам выпал шанс посетить настоящую чайную церемонию, где каждый смог попробовать чай, заваренный мастером по специальной методике. 3 дня фестиваля пролетело незаметно. Вместе с остальными участниками я не только насладилась прекрасной программой и получила кучу положительных эмоций, но и познакомилась со многими студентами из Китая. Кабирова Радмила, Динар Халимов, специально для Правком ТВ.